Ну что, братва, всем привет. Смотрите, какая погода. Смотрите, ребята, сколько снега за последние 2 денечка поднакидало. Ну, в общем, это говорит о том, что, ребята, надо готовить технику, надо доставать, подготавливать и так далее. Кора вездеходик, ребята, стоит вот так, неприлично, ну, в целом, хотя бы под крышей. Как-то он немного защищен от снега. Ну, я буду, ребят, готовить тофика своего, лонг, сдаваться двигатель. Хотел, ребята, я менять его, но, смотрите, сезон, ребята, подспел. Буду пока двигаться, наверное, сезон этот на нем. Хотя, возможно, ребята, я буду покупать что-то другое. Но это будем посмотреть. Вот такой снежок, ребята. Весь поселок уже завелся, меняют масла, готовят технику к сезону. Ну, и я сегодня тоже этим хочу заняться. Выкачу сейчас своего красавца. Только вот немножко тут у меня, ребят, мешает доска. Надо будет убрать доску вот эту всю, чтобы как-то выехать. Ну и займемся техникой. Поменяем масло, протянем, прошприцуемся. Так как на технике я езжу очень много и надо подготовиться. Буквально, ребят, с часу на час подлетело маслицо. Вот масло, которое буду заливать в двигатель. Минус 30, 5В минус 30. Вот такие, ребят, заглушки. Это идут на катки. Ходил много по насту, и у меня они поулетали. В общем, все это продается, ребят. Также все это поставим. Ну и Ванька бонусом привез мне всякие смазки. Я его не просил. Смазка для цепи. Что-то еще он мне взял. Ага, вот, смотрите, ребят. Это Ванька мне сделал бонусом. От души, Ванек, блин, спасибо огромное. Позвонил ему: Ванька, ты в городе? Да, говорит, еду в деревню. Братан, говорю, заедь, возьми. Попросил только масло, вот он купил мне смазок. Денег не попросил нисколько вообще. В общем, это все пригодится. Вот я вижу, для цепи можно будет, это для реверса, заглушечки. Все в аккурат, ребята. Круто. У нас это не купить в деревне, в селе это не взять. Вот только в городе. То бишь, литр 100, как просит производитель. Но здесь всего лишь литр. И, в общем, когда сливаю, на стенках все равно остается. Я не промывать буду. На стенках все равно остается 70-80 грамм масла. И, в общем, этот литр мы заливаем. У нас, в принципе, стоит норма. Отлично. Снасти, ребята, я все приготовил. Снасти у меня все готовы. Зимние я перебрал в жерлицы, удочки, ящики. Сейчас я, ребята, выкачу вот своего дракона, тофика. Он занимает большое пространство вот здесь, ребята, в этом моем маленьком гаражике. Ну, на следующий сезон, конечно, вся техника переедет вот в этот большой гараж. Сейчас выкатываю. Заодно тут как раз можно будет прибраться вот эти удочки мои, летние снасти убрать в дальний угол. А вот буры уже в зиме что-то надо достать. Ладно, занимаемся. Так, ну что, ребята. Летом я его периодически заводил так на минут 10. Охренеть, с полточка, ребята. Вот это да. Все работает. Ребята, убрать доски, разложить тут и выехать вот так. Потому что здесь угол мне не даст. Что-то не подумали, когда складывали. А нету места еще, тем более.
Все, ребят, выехал. Сначала тут уперся, тут сильно подъем, и тут на огороде такая канавка идет. Забуксовал, досочки постелил, потом нормально выехал, все хорошо. Прям под досками выехал. Ну а что потом, не перекладывать же. Сейчас обратно складу и все нормально. Хорошо метет, ребята. Снежочек прям подкидывает. Это прям здорово. Так, сейчас немножко заведу, пускай потарахтит. Масло согреется двигателя. Ну и будем менять. Офигел, ребята, заводил его последний раз, наверное, не помню, в июле, наверное, что-то так завел, а потом он у меня шмотками закинут был, я уже не заводил его. С полтычка завелся, охренеть. Вот еще один момент. Бензин, ребят, никогда нельзя сливать, когда консервируем на зиму. Бак может заржаветь и будет хана. Многие вот ребята с поселка так и сделали и сейчас мучаются. Бензин он пускай будет, он, конечно, уже выдохся. Ну ничего, его можно слить, в принципе, можно не сливать. В принципе, я и так его дожму, там немного у меня бензина. Залью свеженький, чистенький и все. Красота. Ну что, начнем замену масла. На этой мотособаке, ребята, масло можно заменить просто, я не знаю, в полевых условиях. Вообще в одного, не надо без каких-то всяких инструментов. Дело в том, что здесь, ребята, двигатель съемный. На многих мотособаках двигатель жестко стоит на раме, и, соответственно, если надо заменить масло, это или откручивать двигатель от рамы, как, конечно, это нежелательно, в принципе, или задирать мотособаку боком, чтобы слить масло. Это не очень удобно. Масло текет по поддону вот этому всему. Ну и, в общем, это личный геморрой такой небольшой. Я видел, как ребята меняют масло, задирают ее. Здесь, ребята, двигатель стоит на подушках. И, в общем, сейчас вам покажу, как он просто-напросто снимается. Тем самым масло заменить просто одно удовольствие, я так скажу. Капотик вот на таких вертлюжках. Вся проводка, в принципе, по заводскому, ребята, выходит вот здесь сбоку и проходит вот так. Но реверс очень жесткий. Соответственно, вот здесь этот выход я его вывел вот так. Потому что, ну, вот эта личная петля, это любое дерево. И всю систему ты можешь оборвать. Я вывел вот ее именно вот так через багажник. Снимаем капот. Вот он, наш капотик. И вот наш, в принципе, двигатель. Сейчас я отжимаю всю проводку. Она вот здесь у меня идет. Раз. Потом легким движением руки, ребята, снимаю вот такие заслоночки. Раз. Два. И все, ребята. Двигатель наш. В принципе, все, ребята. Двигатель наш снимается. Также мы снимаем ремень. Сейчас мы его быстренько снимем. Все. Все, ребята, двигатель наш съемный. Теперь мы просто его поднимаем и достаем. Вот, ребята, видите,
как это все просто. Раз. И двигатель съемный. Надо стол немножко подвинуть. И будет чики-чики. Ну вот, братва. Все. Пожалуйста. 3 секунды. Я поднял двигатель. И теперь могу заниматься все что угодно. 2 сливных, что спереди, что сзади. Заодно можно немножко протянуть здесь. Немножко помыть здесь. И будет красота. Так, ребень, ребята, 33-й. Ну, я вам скажу, что за сезон, в принципе, никакой деформации. Немножко подъело его, может, полмиллиметра. Так что езжу я очень много, хожу. Бывает в магазин, бывает еще куда. Сейчас протрем, добавим масло в редуктор. В редуктор масла там всего лишь 70 грамм. Вот тут такая ванночка, никакого давления там нету, просто идет как этот, макает его и все, звездочку эту. Ну и в целом здесь шприцоваться можно. Вот колпачок, пожалуйста, здесь вся система цеповая, и цепь идет в защитной таком кожике в масле. Сейчас тут немножко приберемся, красиво сделаем, порядочек. Так, ребят, ну что, сливаем масло. Так, откручиваем колпачок. Опять же, без разницы, спереди, сзади. Я говорю, это можно заменить масло прям в полевых условиях. Так, емкость я приготовил. Сейчас как-то будет нагнуть его и слить, чтобы он у меня не убежал в двигатель. Так, чуть-чуть ближе сюда. Вот так, наверное, сделаем, чтобы немножко не сорить. Так. И все. Побежало маслицо. Такое грязненькое, да. Ну, сколько я ходил, конечно. Вот и сливаем, ребята. Вот, ребята, слил литр. Не знаю, может, чуть меньше. Ну, еще много вот на землю попало. Неудобно. Надо как бы катается подушка эта. Ну, я говорю, так, в полевых условиях просто заменил, и все. 3 секунды. Немножко, ребят, неудобно. Мы сольем, зальем, точнее, вот с этой стороны. Вот такую вороночку. Вот так, в упор ее. Раз. Сейчас облокочу. Вот, и, ребят, удобно. Бац. И все. Поставил на дыба. Так. Сюда. Раз. И свеженького маслица потихоньку. Литрушечку сейчас вольем. Все, ребята. Теперь можно вот так поставить. И пускай он сливается до конца. Все капли. Все, что есть, по максимуму. Вот, ребята. Максимально чисто, удобно. Красота. Не согласитесь, у кого когда крамен, ну это вообще неудобняк. Здесь, конечно, вся прям, не знаю, красота. Вот так. Сразу, ребят, протянем. О, даже
полоборота раскрутился. Все красиво сделаем сейчас. Чтобы в тайге где-нибудь в минус 40 без связи этот конек довел нас до дому. Но, в принципе, за тот сезон я даже свечи не менял. Порвал только ремень. Не ремень, точнее, а тросик газа в лесу и был запасной. Чтобы он всегда в ящике лежал, кстати, ребята. И все. Без нареканий. Подтягиваем. Потому что бак тоже надо смотреть. Болтается, бывает. Пока залез, пока я здесь, пока все удобно, никакого снега, залез и удобно. Таким же легким движением руки, ребята, ставим двигатель обратно. Так, сейчас я вылезу. Чуть-чуть неудобно припарковался. Ну да ладно. Все, ребят, смотрите. Опять в подушечке. Раз. Опа. Все. Дома. Вся любовь. Ну, красота же, а. Я думаю, красота, ребят. Все, это чисто вот барашки, чтобы мало ли ты перевернешься, двигатель не вылетел никуда. С этой стороны и с этой стороны. Красота. Я вообще первый раз, когда взял, у меня еще был простой. Блин, мне эта штука, конечно, понравилась. Бац, все. Красота. Двигатель на месте. Проводку зажимаем. Раз. И все. Вся любовь, ребята. Ну, в ревес, в редуктор, ребята. Заливаем другое масло. Здесь всего лишь 70 грамм. Ванночка. Тут никакого давления. Просто ванночка. 75 В90. Полусинтетическое трансмиссионное масло для коробок. Ну, это машина, масло. Вот я его сейчас добавлю. Грамм 30. И все. Больше не надо. Потому что лишнего он все равно выдавит. Раз. Готово. Посмотрел, катки, ребята, идеальные. Ни один не заклинивший. Масло, везде смазка есть. Все круто. Даже не надо ничего делать. Вот тут на катке, ребята, нет у меня заглушки. Вот, Ванька привез мне. Правда, другого цвета. Ну ничего. Сейчас мою сюда. Как-то она должна туда влазить. Так. И все. Вся любовь, ребята. А это можно бардачок вот положить на запас. Еще тепло, в принципе, ребят. Но чехол я уже одену. Чехольчик я уже одену. Так как сейчас морозики, много снега будет. Чехол прям нужен. Вот так он одевается. Здесь пришлось дорабатывать, потому что проводка, я же говорю, идет. Вот, в принципе, для проводки выход. Но это не мой случай. Вот так мы вырезали. Все равно я здесь одеваю капот, у меня все прижимается. Вот так вот. Сейчас выровняем его. Протянем ремешок здесь. Чехол нужен, ребята, по-любому. Раз. Туда мы его заводим. И все, у нас вся система, она у нас по красоте. Вся система, она вот, когда эта пыльца идет, потом тает, потом замерзает, это очень плохо. А так, для бака кармашек
все хорошо. Так, дальше по подвеске, ребята. По подвесочке все четко, все протянуто. Угу. Отлично. Все четко, ребята. Боевая царапина. Сук елки меня немножко задел. Водостойким маркером мы это закрасим. Была у нас рана, да, помню дело. О, вот так вот. Ну что, кормилец. Сколько там бензина-то, ребята? Даже и не знаю. Ладно. Полный бак. Полный бак. Заливаем. Вот. Полный бак, ребята. Отлично. Ну что, братцы, заводим, смотрим, что и как у нас получилось. Ручка, конечно, здесь не подходит, она ручка у меня вот так постоянно. Все, ребята, пускай греется. А сейчас поедем кататься. Вот, ребята, как-то оно так. Сейчас пробью дорогу. Я еще раз повторяю, земля не замерзшая. Там у меня болотенько. Сейчас пробью дорогу по огороду. Потому что через двор я выехать не могу на дорогу. Явно-то потом снега будет нормально, все засыпет. Ну, переоденусь и прокатимся по поселку. Дадим жизни. А так скворчит. Скворчит, красавчик. Кочки, ребят, большие очень. Дороги пока нету. Так, маломайский сейчас сделаем ориентир, потому что с каждым днем снега будет все больше и больше. Вот тут болото у меня. Надо вот здесь как-то пробиться, ребята. Пока вот как-то так. Ну что, ему все равно. Зачем? Да блин, с собакой гуляем, блин. И? Он ходит. А, ну, хорошо, сделаю, ну. Ну все, братцы, вот оно. Как-то так. Сейчас переоденусь, ребят, и прокатимся.